О событии, которые не обошли вниманием ни скандальные таблоиды, смаковавшие сломавшийся в самый ответственный момент чудо-трап, ну и, конечно, другие неофициальные подробности визита в Москву Салмана ибн Абдул-Азиза ибн Абдурахман аль-Сауда, ну или просто короля Саудовской Аравии. Ну, не обошли стороной, конечно, и серьезные экономические, политические мировые издания, некоторые из которых уже назвали переговоры короля с российским президентом встречей, которая может изменить мир. Неужели они это всерьез? Ну, судите сами. Король Салман стал последним из целой вереницы ближневосточных лидеров, которые протарили дорогу в Москву только за один этот год. Лидеров, которые до недавнего времени ездили решать свои проблемы в основном в Вашингтон. Восток, как известно, дело тонкое. Но при всех тонкостях отношений есть одно незыблемое, не менявшееся веками правило – Восток уважает силу. И эту силу Россия Востоку явно и недвусмысленно продемонстрировала. Скорый разгром ИГИЛ в Сирии на всем Ближнем Востоке уже стал восприниматься как неизбежность. Нетрудно догадаться, что Саудовская Аравия, у которой в Сирии были свои, мягко говоря, не совпадающие с нашими интересы, не хочет оказаться у разбитого корыта. В том числе и поэтому, пока Вашингтон изощряется в изобретении новых поводов для новых антироссийских санкций, его главный стратегический партнер на Ближнем Востоке подписывает в Москве сразу несколько важных инвестиционных контрактов. Неужели королевство, чей долгий союз с Америкой многим давно уже казался нерушимым, в качестве стратегического партнера теперь выбирает Россию? Наш репортер Алексей Семахин, все эти дни следовавший по пятам за королем и его свитой, не только разглядел все, что осталось за рамками официальных встреч и церемоний, но и выяснил, почему ведущие западные издания, как, например, влиятельный американский Bloomberg, уже называют Владимира Путина хозяином Ближнего Востока. Еще вчера на этом месте могла бы быть ваша реклама. Но уже сегодня все баннеры по дороге из Внуково в Москву украшают приветствие королю Саудовской Аравии. Первый визит монарха уже назвали историческим. С такой помпой в России встречали, ну разве что, английскую королеву. Сразу по прилету в Москву, как многим могло показаться, король даст повод для едких шуточек западным злопыхателям относительно возраста монаршей особы. Когда трап эскалатора становится пару секунд, и 81-летний Сальман ибн Абдель-Азиз аль-Сауд без посторонней помощи легко спустится с самолета на московскую землю. После такого короля сложно будет подозревать в немощи. Много привез представитель правящей династии. Он придает большое значение нашей стране, и настрой был бы в стране, вот среди политического активного такого класса, среди элиты, в пользу масштабного сотрудничества с Российской Федерацией. Когда кортеж проносился по московским улицам, короля выдавала свита. Почти сотня автомобилей представительной делегации. В нее вошли члены правящей династии Саудовской Аравии, министры и бизнесмены. Всего больше 1000 человек. Оккупировав почти все лучшие отели Москвы, в районе Кремля на время визита не найти свободных номеров. А я могу забронировать номер на ближайшие сутки из вашей гостиницы? Нет, к сожалению, Почему? у нас нет свободных номеров. Базы саудитов стали дорогой Ритц-Карлтон и дорогущий Four Seasons. В последнем и поселилась монаршая особа. Говорят, его пентхаус, привезенный с собой мебелью и восточными коврами, обходится королевскому двору не меньше, чем в 1 миллион рублей в сутки. Вот Борис Николаевич вместе с королевой Елизаветой проходит в зал для приема. О таком английская королева в далеком 94-м могла только мечтать. Первые кадры встречи в Кремле. В ожидании короля Саудовской Аравии лениво почесывает бороду и делает фото в Инстаграм глава Чечни Рамзан Кадыров. В его день рождения лучше подарка, кажется, и не придумаешь. И вот звучат фанфары. В Екатерининском зале Кремля навстречу королю выходит российский президент. Это видео из коллекции журналиста Колесникова. Доказательство того, что он не только Путина видел, но и с монархом знаком. Финики? Да. Что, прямо из Саудовской Аравии? Да. На инвестиционном форуме саудиты одаривают русских финиками и сулят огромными деньгами. В подтверждение своих намерений по восточной традиции почти все в темном облачении. Утром мы обычно носим белую одежду, но чтобы показать важность и официальность, мы надеваем черный. Это цвет роскоши и, так сказать, важности момента. Этот визит хранителя двух святынь исторический и точно прорывной. До сегодняшнего дня товарооборот между двумя странами всего лишь каких-то 430 миллионов долларов в год. Мы не будем
энергоносители друг другом обмениваться. Объективно говоря, торговля важна, но она не является каким-то критерием успешности или неуспешности отношений. Вот, скажем, вопрос о технологическом сотрудничестве на уровне 21 века, вот это да. И в первую очередь в оборонке. Ненасытные саудиты, главные покупатели вооружений на Ближнем Востоке, даже после крупной сделки с американцами никак не умерят свои аппетиты. С россиянами на своей территории будут собирать автомат Калашникова. Общая сумма инвестиций, включая гражданские проекты, $10 миллиардов. От такого триумфа президента Путина Вашингтон сатисфакции точно не получит. Два очень важных контракта. Первый – это энергетическая платформа на $1 миллиард, которая означает, что российские компании будут получать не только финансирование от Саудовского фонда, но также контракты от компании «Арамко», самой крупной нефтедобывающей компании в мире. Но и это всего лишь гарнир. Первое блюдо в переговорах по-прежнему нефть. Но как президенту Путину все это удается? Американцы вроде бы со всех сторон обложили Россию санкциями. И вдруг эту блокаду буквально рвет в клочья, кто бы мог подумать, сам Эр-Рияд, стратегический партнер США. Военные успехи России в Сирии оказались неожиданными для всех стран региона. То, что произошло в Сирии, начиналось с политикой Саудовской Аравии и Катара. И сейчас мы видим, что ситуация резко изменилась, и всем стало интересно, что Россия собирается делать дальше. В то время, когда королевский джамбо рвался в небо, авиация российских ВКС с воздуха громила позиции запрещенной в России Джабхат ан-Нусры. Министерство обороны рапортует о ликвидации 49 боевиков, включая лидеров восточной группировки. Путину снова удается обыграть Запад, ведь с мнением России как ключевого игрока на Ближнем Востоке Эр-Рияд теперь не может не считаться. Владимир Путин на форуме по энергетике сказал такие слова, когда мы задали вопрос. А как вот Саудовская Аравия, США? Разве в мире есть что-то абсолютно постоянное? Мне кажется, наоборот, всегда все меняется. Весь мир вообще понимает о том, что с Россией шутить не надо, с Россией баловаться не надо, с Россией надо дружить. Ну а что будет с Ираном? Партнерство двух стран всегда вызывало особую тревогу саудитов. При посредничестве России здесь возможен диалог, и может быть, и почему нет, может быть, благодаря и России, наконец-то между суннитами и шиитами наступит какой-то мир. Сколько будет стоить нефть, какова судьба Сирии и как будет выглядеть регион Ближнего Востока в ближайшем будущем? Все эти вопросы теперь в немалой степени зависят и от позиции Кремля. Алексей Семахин, Ольга Яковлева и Ярослав Филатов. Центральное телевидение.